Я родился на Украине, в небольшом селе, село Рашків, Ивано-Франковская область, Западная Украина. Родители мои крестьяне в селе. Отец работал водителем, мать работала на ферме. Семья в силу каких-то сложившихся обстоятельств считалась интеллигентной. Она всегда была речь поставлена правильно. Отец хорошо учился в школе, отец рассказывал. И учитель математики часто приходил к отцу за помощью решать какие-то задачи сложные и так далее. Играл хорошо в шахматы, работал водителем. Я на коленях за рулем с ним, в общем-то, вырос. С армии пришел, видя своих родственников. У меня муж сестры работал в милиции, начальник уголовного розыска Костюк Петр Михайлович, Царство Небесное, работал начальником уголовного розыска, и многие другие с нашего села работали в районном отделе внутренних дел. И я, так сказать, пошел в школу милиции. Поступил в Ивано-Франковскую школу милиции. Отучился и работал там же, в районном центре. В 1981 году я переехал на работу, на службу, как угодно можно назвать, в республику Якутия. Милиция работа довольно сложная, тоже многогранная, будем так говорить. И должны там работать люди, честные и преданные своей профессии. Я часто навожу примеры из жизни, которые должны служить примером для, так сказать, для работников полиции в настоящее время. Надо всегда заставлять голову немножко думать. Не главное в жизни наказать человека, а если наказать, то наказать за дело. Ушел на пенсию. После ухода поработал 2 года в военизированной противофонтанной части. Затем ушел в Росохрану. Там поработал 2 года и с того времени работаю ведущим специалистом отдела экономической безопасности ОМТС. Мое руководство находится в Мирном, обслуживаю я Ленинскую площадку. Здесь работа не менее интересная, чем в милиции. Основная здесь заключается на профилактике краж, хищений, в проверке контрагенту по поставке материальных ценностей для акционерной компании «Алроса», в проверке строительных организаций и других подрядных организаций, выполняющих различную работу по ремонту, по установлению оборудования и так далее. Смотреть за перевозками грузов, за их сохранностью в пути, чтобы водители не нарушали режим скоростной, чтобы груз был, соответственно, увязан, привязан и так далее, и так далее. Проведение различного рода инвентаризации на складах. Это дисциплинирует. Сегодняшним сотрудникам я бы хотел пожелать крепкого здоровья, удачи в работе, благополучия в семье.